Ребята, всем привет! Веду трансляцию из багажника Приуса 30-го. Короче, работаю. В общем, пригнали этот Приус ко мне сегодня на ремонт ВВБ. В принципе, батарейка ездит без ошибки, но они к нам заезжали, получается, еще в апреле месяце, когда мы диагностику только делали по акции. Ну вот. И там у него было, получается, пара элементов, слабые просто. Некоторые в цепочке показывали по 14.50, 14.40, а у этого элемента было 14.06, разбег получается где-то 50 миллиампер, короче. Вот так. Ну и, в общем-то, милливольт, то есть. И, в общем-то, короче, сейчас они приехали уже, получается, полгода примерно уже даже прошло, наверное. Ну, не полгода, но месяца 4-5 где-то примерно. И сейчас уже история такая, что вся серединка уже провалилась. Вот. Ну, то есть тот слабый элемент, получается, он тянет за собой. И уже затянул очень много элементов, там уже до 8 элементов, получается, будет. Но мы сейчас ее чисто на стенде проверим, и стенд нам более детально покажет все. Сейчас я эту батарейку буду снимать конкретно. И покажу, что с ней будет на стенде. Вернемся к стенду. Все смотрим, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот. Будем показывать много чего по Приусам, много чего интересного по Тойотам, по Хондам. Сейчас уже начал делать Ниссаны. Сегодня уже первый Nissan, диагностика была у меня. Взяли ланч, все работает, все исключительно круто, ошибки все полностью выявил. Человеку ребята снял я ВВБ, отсюда вот. В общем, что у нас с ВВБ, сейчас будем смотреть контакты. Вот она уже на столе. Здесь по контактным группам у нас, в принципе, не беспредельно грязно, но так чуть-чуть есть. Зеленеть начали. Бывали хуже. О, вот здесь вот окисли пошли. Вот так вот окисли пошли. Вот. Датчики стоят по заводскому на первых парах. Здесь на первой паре. Но я их переставлю, когда будет новая батарейка. Сейчас задача открутить все это дело. Ставим на стенд и проверяем. Все, поставил батареечку на проверку. Приборы пошли в работу. Сейчас будем вычислять, какие емкости в этих элементах, подписывать. Ну и будем точный отчет давать человеку. И будем дальше думать, что с этой батарейкой делать. Есть 90-е элементы. 90-е элементы мы тоже сейчас, возможно, ему поставим. Ну а эту батарейку, возможно, сделаем под выкуп. На ремонтный. В принципе, на ремонт, если она более-менее, хоть что-то в ней есть живое, можно на ремонты. Вот так вот. Такие элементики я коплю, они пригождаются. Машинки не все могут позволить себе 90 элементы купить. Ну и катать на чем-то надо. На Приусах. Ну и вообще на гибридах тойотовских. Ну и в принципе эти элементы пригодятся. Так вот. Завтра мы поймем, что в эту батарейку ставить. Поймем, что нам делать с этим Приусом конкретно. Я думаю, скоро он вообще полетит и будет экономить бензин. Потому что бензин сейчас очень дорогой, как бы. И батарейки имеют место быть. Ну, батарейки тоже сейчас подорожали, конечно, но все равно выгода она есть. Поставить лучше батарейку живую, чем кататься и за год прокатывать этот бензин. Платить бабки заправкам, вот так вот. Промерил я батареечку. Вот такие результаты. Здесь вроде бы ничего. Здесь уже слабый элемент есть. Здесь вроде ничего. Здесь пошла жара. 35, 24, 26, 33 по процентам. Низко. Вот до сюда почти что. Вот до сюда почти что. Это сколько у нас? Ну, грубо говоря, 52 считаем. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 элементов. И даже больше. 59 тоже можно с этой грядки убрать.
13 элементов, короче, мертвые практически по сравнению с вот этими вот. Ну, то есть разбег очень. Но это уже все. Это ниже полтинников уже все. Они не пойдут. Поэтому человек будет покупать контрактную батарею 90%, а эти мы элементики как бы заберем под выкуп. Вот 60-ки в принципе пригодятся.
Батарейка получилась бомба. Емкость 90. 90 даже плюс. Здесь по тесту, сейчас прошел тест, разбег между парами 0,8 вообще. Вот это показания этого анализатора. Вот, просадил, получается, просадил я его до 14 вольт, вот даже 13,99, и все нормально, как бы 0,8 всего разбег. Вообще просто бомба. Эта батареечка будет бегать, бегать и бегать. Сейчас батарейка вся ровная, вся абсолютно идеально ровная. Как она поработает, у нее будет, конечно, от нагревов проседать серединка. Через год где-то надо будет приехать, немножко растасовать ее. Опять пойдет серединка, потом через год. И так можно каждый год обслуживать. И она будет долго-долго-долго отдавать свою емкость. Вот. Здесь получается датчики передвинул с краев на 2 положения чуть-чуть сюда, к серединке, чтобы они быстрее работали. То есть кулер быстрее будет срабатывать. За счет этого будет долговечнее жить эта батарейка. Вот. Контакты все полностью обслуженные. Все свеженькие. Короче, это состояние заводской батареи практически. Это контракт. Вот. Который будет ходить, ходить и ходить. Ну и в принципе все. Сейчас только ее обслуживать. Сейчас я буду ее втыкать в приуса. Ну и вечером у меня заберет хозяин свой автомобильчик. Прежде чем устанавливать, я буду сейчас пылесосить салон. Ну, именно заднюю часть. Ну, в принципе, тут не грязно. Но вот эту пыль убрать стоит. Немножко. Поддерживайте чистоту в своих багажниках, в салонах, на аквах, задний ряд сидений. Также нохи, задний ряд сидений. Никакие эти коврики, смотрите, чтобы у вас, ну, вот эти вот вентиляционные отверстия не закрывали. И тогда ваши гибридики будут жить долго-долго и счастливо. Ну, и можно у приуса вот здесь вот постоянно чистить вот этот воздуховод. Даже просто у кого есть компрессор, дунул туда, и пыли будет поменьше все равно. Вот такие вот рекомендации, ребята. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всё, заводим наш приус. Заводим наш приус. Салончик собранный, батареечка стоит. Все, ready. Сейчас мы зарядим батарейку. Пошла зарядка. Сейчас набьем батарейку, потом клемму берем. А, вон она даже сама подкалибровывается. Деления упали. Сейчас как надо, она сейчас зарядится и покажет заряд. Высаживаю батареечку, подключил на приус. Ошибок никаких нету, контакты все 0,19 показывают одинаково. Сейчас будем очень-очень по ходу долго высаживать батарейку, потому что, ну, в принципе, я ее немножко высадил, но емкости очень много, поэтому долго будет высаживаться. На нейтралке вот я высаживаю. Потихоньку, помаленьку идет. Батарейка вообще стойкая получилась. Разбег 0,16, 13 пока. До 14 просадим, посмотрим. Вот эта батарейка, я понимаю, 90, ё-моё, плюсом. Вот эта батарейка. Вот это она будет экономить бензин.
Вот это я понимаю Prius. А не то, что там полтинники эти, там, сороковки уже ездят, там, тридцатки ездят. Ну там просто нету емкости вообще никакой. То есть машина ездит чисто на ДВС. А здесь тачка будет ехать на батарейке очень-очень долго. При таком разбеге она будет очень долгое время работать. То есть у элементов есть ресурс. Конечно, серединка будет когда-нибудь просаживаться, но это когда еще будет, непонятно. При должном обслуживании вообще будет и ездить, и ездить, и ездить. Пробег, ребята, 186 706 у этого Приуса. Я думаю, он еще и подмотанный. Поэтому здесь за 200. Я думаю, что за 200. Вот она как высаживается потихоньку, помаленьку. Не как вот в этих батарейках, в которых нет емкости. Ее полминуты бах и высадил, все. И нету батарейки. Разбег десяточку. Так что, ребята, хорошее оборудование, оно решает. В ремонтах батареек ВВБ есть два секрета. Это хорошее оборудование, которое может хорошо диагностировать емкостя, хорошо диагностировать эти батарейки, испытывать эти батарейки. А второй секрет — это нормальные качественные элементы. Вот и все. Если элементы говно, то с них уже ничего не сделаешь. Если батарейка вся в разбегах больше вольта, то это уже практически проще купить контракт и не париться. Не надо тут там придумывать какие-то ремонты, подкидывать полтинники эти, сороковки, тридцатки. Для того только, чтобы доездить эту батарейку, и все. Понту от нее никакого нету. Вот так вот. Вот так, что вот я и хотел сказать. Делайте выводы, ребята. Где вам ремонтироваться, как ремонтироваться. Копить на ВВБ деньги, либо ездить с ошибкой и убивать остальные элементы. В принципе, вот я говорю, есть, если быстро очень обратиться в сервис, можно спасать свои батарейки, если она более-менее еще живая и в ней есть емкость. Если нету, ну смысла, конечно, тоже нету. В общем, приезжайте, диагностируйтесь у нас на стендах, а там уже делайте выводы, ремонтировать или покупать контракт. Вот только сейчас она уже подходит. Только сейчас. Тут уже 0,3, 0,6, 0,1. Сейчас еще до 14 просадим, вот она борется. Все. Теперь засекаем время. За сколько она у нас набьет эту батарейку. Набивать она должна очень долго. Вот, разбег всего 13. Ну, грубо говоря, ну 16. Вот она вся ровная. 0,1, 0,3, 13, 11. Ну это 0,7, 0,3, 11, 8, 8, 0,3, 11. Вот это 0,3 это на пике было, когда она отдавала. Она может сейчас чик поменяться, показания чуть больше стать немножко. Потому что они все отдают по-разному. Короче, вообще батарейка ровная, классная получилась. Навье. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот так вот, в общем-то, в принципе. Так мы занимаемся ремонтами гибридов в Якутске. Делаем людям машинки. Время идет. Время идет, а она набивает, набивает, набивает. Посмотрим, как она будет набивать. Вот эту вот распечаточку я сделаю и сохраню. Так, Александра, по-моему, зовут. Вот, набивает, набивает, набивает. Ставил на паузу.
Еще минуту он набивал без съемки. Сейчас вот еще набивает. Включил дальше съемку. Видео длинное будет, капец. Вот. Вот так он ее набивает. Температура в элементах вот датчики 28, 29, 29. Почти все одинаково показывают. Я их чуть-чуть передвинул в серединочку. — 19 киловатт. С половиной. Потихонечку набивает. 20 киловатт. Dead change. Какое количество времени она набивает. Представляете, какая у нее емкость? Ну, представить можно как будто бы это большая емкость, резервуар, и в него наливается вода. И эта вода очень-очень, если емкость на ней большая, высокая, широкая, объемная, то вода наливаться будет очень-очень долго. Вот по такому принципу я рассматриваю все это дело. А если емкость маленькая, можно представить себе кастрюля 5-литровая и стаканчик 200-граммовый. Какой быстрее зальет вода при одинаковом, можно сказать, этом струе, при одинаковом напоре? Конечно же, будет долго набивать ту, которая емкость большая. Вот и все, вот такой пример. Также и с емкостями. Уже 3 минуты набивает. 3:24 она набивает. Так, испытываем приуса. Вот приехала хозяйка. Поедем, прокатимся, как себя покажет машинка с такой большой емкостью 90-ик. Сейчас явно она должна на батарейке больше ехать. Так. Поехала закрываться. Так, пошла заряжаться. Сколько, говорите, уже на этом приусе ездить? С 19-го года. С 19-го? Да. Угу. В 18 году ее в Владивосток привезли. Мгм. Оценку уже не помню. Ну, короче, нравится машина, да? Ну, классная машина. Тридцатник, он хороший. Да, если бы это не нравилось, я бы, Ба- наверное, Продали бы, да? батарейку. Ну-ну. Не Батарейку не восстанавливали бы, да? Ну да. А сейчас для себя сделали. Ну, это первая моя, машина, которая мне по душе нравится, комфортная, Да? салон большой. В ней сидишь удобно как-то, как в истребителе каком-то сидишь, Да. влитой. Для начала было это в новом, Ага. когда вот
Зашла в салон и вижу вот этот джойстик. Что это такое? Ну да, ступица подшумливает, да? Слышно, да? Да, она есть маленько. Ну нормально, шпарит. Вообще, пушка. Тяга, да, стала? Чувствуется? Вообще сразу. Я Как чё-то купили когда, да, в 19 году, так же? резвая. Ну вот. Ну и экономить будет она топливо теперь. Она расход же как-то показывает тут. Можно же на одометре. Что она сейчас покажет, интересно? Ну сейчас прокатимся, компьютер поймет. И уже ближе к Хатынке, уже обратно, когда возвращаться будем, надо будет посмотреть, что по компьютеру она покажет, какой расход. Я еще думала, у меня, короче, опять забился этот EGR? там всё такое, типа, Ага. обменник, такая, опять надо чистить. Ага. И тут-то было, это батарейки была проблема. Проблема батарейки, да. Батарейка, когда просаживается, машина вообще плохо ехать начинает. У нее вот эти вот переходы, дергания с двигателя на батарею, с батареи на двигатель начинает как типа как будто дык такой, короче, толчок и какой-то шум непонятный. То есть не хватает, видать, ей мощности. А когда батарейка живая, этого нету, она все плавно делает. Да, вот проблема сама появилась. Мгм. Что-то поддергивается, и я уже думала, блин, коробка что ли, или еще что-нибудь. Прикольно. Реально вот педаль газа нажимаю, он проваливался. М. Проваливался. Ну и вот в понедельник, в последний момент, перед тем, как ошибка выскочила, вообще не ехал. Мгм. Ну, монеток мы у вас там не нашли нигде в салоне. Бывают японские монетки, оставляют. Находим очень много. Все физики, да. Да. Бывает, я тоже искала эти монетки, не нашла. А, Спасибо было 2004 года. Нашли, да? Да, я там еще японские конфеты нашла. Ну вот недавно парень к нам приезжал, тоже без пробежку купил, Prius 30, тоже беленький. Так у него там что только не нашли японского. И конфеты, и этот, как его, чай, по-моему, японский какая-то, бутылка закатилась за батарею. Между батареей и сидушкой была, короче. Вот нашли. Как оставили как раритет, ну этот, как экспонат, трофей. Всегда бы такие сюрпризы появлялись. Ну да. Приятно, как будто бы. Ну да. Сюрприз. Как будто привет с Японии. Ага, хотя, по идее, мусор, наверное. Ну, я на самом деле прикольно. Я бы в Японию съездил, мечтаю. Хотелось бы посмотреть ее по-настоящему. Ну, может, все нормально, урегулируется все, может, съездим еще. Вообще. Топнуть-то даже негде у нас тут. То камеры, то едут, тошнят. Вот. Ну, наверное, буду такую рубрику вести. Испытания после ремонта. Все равно какие-то изменения. Интересно, да? Что происходит? Вот недавно парень у нас на Везеле приезжал. Тимур, привет, если смотришь. Вот. Форсунки были у него тоже. Машина не ехала. Поехала. Как форсунки поменяли, все нормально. Поехала машина. То есть он очень недовольный остался. То есть всегда приятно, когда после ремонта человек как-то, ну, ощущает, что не зря денежку заплатил и все такое. Ну и еще бы. Да, и деньги сейчас это все стоит немалые. Благодаря вам, хорошо, что вы появились у нас в Якутске. Ну да. Если бы не вы, я бы не знала, что делать. Ну да, батарейки. Все равно по трейд-ину выгодно сдавать, потому что, ну, по сути, да, сейчас бы вот другой мастер бы сказал бы, зачем мне эти элементы, ну, вот, которые там оставшиеся, да, выкупить он бы не стал бы их. И как бы они и вам и не нужны, по сути. Их никуда не денешь уже. 60-ки эти, по сути, это все, отработанный материал. Поэтому купили бы контрактную батарею, а эти бы валялись, и все. А мне они еще пригодятся, и все равно батареечка за счет этого дешевле вышла. Хоть чуть-чуть, но хоть что-то. Вот. Эта копейка, она все равно дает очень много. Вот в тот раз, когда первый раз приехала же на диагностику, у нас там 2 элемента, по-моему, были плохие же, да? Ага. Плохие. Ну, было, да. Ну, как бы, видишь, опять же,
Я мог тогда ошибаться. Почему? Потому что у нас не было этого аппарата, емкостимера, в апреле месяце, когда вы приезжали. Он появился буквально в июле месяце. И сейчас диагностика намного четче. То есть та диагностика, которая была до июля, она более-менее, ну, навскидку, так сказать, да. То есть по собственному опыту говорили. Но я много раз угадывал. То есть вот много раз прям. Но были моменты, когда не угадывал. Пару моментов таких было. Машины приезжали, и там уже, когда емкостимер пришел, мы промерили, ну, прям очень сильно разница большая. Че компом меришь и че меришь вот этим емкостимером. Поэтому я всем рекомендую. Да, это дорого. 8600, допустим, стоит, да? Проверить на емкостимере каждый элемент 300 рублей. Потому что он заряд дает, разряд. Эта процедура проходит полдня буквально. Вот. Но оно того стоит. Потому что сразу начинаешь понимать, что с батарейкой. Какие элементы надо менять и какие нет. Вот такие дела. Ну, сейчас у меня батарейка, походу, сядет уже. Ну, наверное, в принципе, все. Результат понятен. Наверное, отключаюсь. Ролик на ютубе будет. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайк. Чё там? Давай, Ячик, заколачивай гвозди. В эфире прямая линия с премьер-министром Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, спасибо, что подождали. Владимир Владимирович, вы уже давно возглавляете правительство. Скажите, как вы оцениваете ситуацию в стране? В стране сейчас очень нестабильная ситуация. И не говори, я вон уже сам себе жрать готовлю. Моя уперлась куда-то. Подыхаем уж с голода. Хорошо, хоть грибов нашел, пожарил себе. Несмотря на проделанную работу, существует целый ряд проблем. Например, коррупция во внутренних органах. Ага. Тоже мне проблема. Карманы всем гаишникам зашить и все. Нет бабла, нет проблем. Много средств было вложено в развитие спорта. Так. Но, к сожалению, это не принесло ожидаемых результатов. Да нахрена было вкладывать в этих лузеров вообще? Это жестче с ними, понятно? Проигрываешь, убьем родителей. Вот это решение проблемы, как в Китае. Также мы вложили большие средства в развитие отечественного автомобилестроения. Ну нахрена? Надо было на эти бабки лучше купить в Японии иномарок подержанных и всем людям раздать. Извините, сейчас я должен прервать пресс-конференцию. А чё так? Для того, чтобы лично обратиться к Сергею Юрьевичу Белякову из Таганрога. Ко мне, что ли? Да, к вам. Сергей Юрьевич, подойдите поближе и отложите еду. Побыстрее. Сергей Юрьевич, я давно за вами наблюдаю и заметил, что у вас есть много интересных предложений, касающихся развития нашей страны. Чё? Не чё, а что. Что? Вот вы постоянно что-то предлагаете. Так вот, я думаю, что пришло время действовать. Как действовать? У вас есть пиджак? Ну, у соседа есть. Сергей Юрьевич, сейчас пойдите, возьмите у соседа пиджак и ждите. Чего ждать? За вами вылетел вертолет. Теперь вы будете моей правой рукой. Владимир Владимирович, я не хочу, я больше не буду так. Я больше никогда в жизни не буду перебивать, правда. Поздно. Вертолет уже вылетел. Иди за пиджаком, сыку. Это ты? Ты чё? Ничего, а что? Сейчас за мной вертолет прилетит. Какой вертолет? Не знаю, Ми-8, наверное. Из Москвы Путин вызывает. Работать вместе будем. Срочно. Опять нажрался. Ничего не нажрался. Я буду его правая рука. Он мне это из телевизора сказал. Ты чё, грибы с балкона сожрала? А чё? Да это ж поганки, я ж на выброс приготовила. Блин, надо в скорую срочно звонить. Беляков, это не грибы. Врачам о нашем разговоре ни слова. Я сам потом отдельно выйду с тобой на связь. Никому, понял? И купи пиджак. Все, покидывай.